Правительство Коми может увеличить субсидирование на закупку кормов. Сейчас разрабатывается соответствующее постановление. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев в своем обращении к фермерам республики. В условиях пандемии аграрный сектор стал испытывать серьезные трудности. Отмечается удорожание зерна и недостаток рынков сбыта сельхозпродукции. В частности, школы, детские сады, куда ранее сельхозтоваропроизводители поставляли свою продукцию, сейчас закрыты. Многим фермерам не хватает средств на закупку комбикормов. Мы на сегодня разработали проект постановления о том, что будем увеличивать субсидирование на закупку комбикормов на 20%. Постановление в работе, в правительстве, я думаю, что оно подпишется, и все, у кого на сегодня имеется счета на покупку комбикормов, вы получите дополнительные деньги. В то же время мы не забыли и наши фермерские хозяйства, они получат дополнительные деньги на содержание условного голого скота, и тоже немалая сумма. И я думаю, что немножко мы стабилизируем именно этими бюджетными деньгами, по крайней мере, закупку, те потери, которые мы имеем при закупке комбикормов. Анатолий Князев призвал аграриев следить за состоянием здоровья своих работников и заранее подготовить кадровый резерв на случай болезни. Впереди посевная, и сейчас максимум внимания подготовки техники. К слову, за последние 2 года, благодаря бюджетному субсидированию, автопарк аграриев Коми существенно пополнился. Те хозяйства, кто в прошлом году не смог получить субсидии на купленную технику, в этом году мы обязательно этот вопрос решим. Я думаю, что до конца мая соберем конкурсную комиссию, и те деньги, которые были предназначены на субсидирование купленной техники, мы обязательно отдадим. В этом году аграрии Коми закупят более 1000 тонн семян однолетних и многолетних трав. Нет опасений, что какие-то хозяйства останутся без семенного материала. Есть неплохие запасы семян картофеля, и они постоянно пополняются. Как отметил Анатолий Князев, несмотря на прошлогодние потопы, площади под картофель уменьшать нельзя. Это прямое указание Минсельхоза России с учетом создавшейся ситуации в стране.